Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Большая часть уголовных дел в производстве направлена в суд, ход резонансных расследований и незаконная вырубка леса. Эти и другие вопросы рассмотрены на совещании президента Алана Гаглоева с главами силовых ведомств. Глава государства сегодня посетил многопрофильный колледж для оценки материально-технической базы среднеспециального учебного заведения. В ходе инспекции президенту доложили о направлениях и возможностях колледжа. В Республиканском многопрофильном медцентре появилось новое медицинское оборудование. Благодаря поддержке Минздрава России многие исследования будут производиться быстрее, точнее и комфортнее для пациентов. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев провел рабочее совещание с руководителями силовых ведомств. Главе государства доложили о 29 находящихся в производстве уголовных делах, 19 из которых уже направлены в суд. Во время встречи обсуждались ход расследования резонансного дела Джабиева, недавний инцидент с применением силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении двух граждан, а также вопросы подписания трехлетнего соглашения о софинансировании с российскими коллегами. Отдельное внимание было уделено проблемам незаконной вырубки леса и правилам временного ввоза автомобилей на территорию России. Президент Алан Гаглоев провел совещание с главами силовых министерств и ведомств. Силовики доложили президенту об оперативной обстановке в республике в ходе расследования уголовных дел и фактах правонарушений, выявленных на территории Южной Осетии. Генеральный прокурор Григорий Субаев рассказал, что на сегодняшний день в производстве органов прокуратуры находятся 29 уголовных дел, 19 из которых уже завершены и направлены в суд. Окончено у нас производство на сегодняшний день 19 уголовных дел и направлено в суд. В прошлом году мы на этот же период, за этот же срок, направили в суд 6 уголовных дел. Всего по правоохранительным органам в судебные органы направлено 64 уголовных дела. В аналогичный период прошлого года было их 45. Алан Гаглоев поинтересовался ходом расследования и состоянием дел вокруг вынесения приговора по делу Джабиева. По словам генпрокурора, все участники судебного процесса остались недовольны приговором. Приговором недовольны остались практически все стороны, участники уголовного разбирательства, потерпевшие, как и органы прокуратуры, так и сами осужденные. Они внесли кассационные, кто жалобы, кто представление, то есть приговор обжалован. Все стороны обжаловали? Все стороны, да. Три стороны там осужденные, потерпевшие прокуратура. И со всех трех сторон есть на сегодняшний день кассационные жалобы и представления. Ожидаем рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Президент также поинтересовался ходом расследования инцидента с применением силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении двух граждан республики. Касаемо инцидента, имевшего место с сотрудниками органов внутренних дел при задержании транспортного средства без государственных регистрационных знаков, на сегодняшний день доследственная проверка она идет. Она еще не завершена, но я полагаю, уже конкретные результаты можно будет озвучить. Ряд должностных лиц органов внутренних дел, они подвергнуты дисциплинарному наказанию. То есть, несмотря на завершение доследственной проверки, они подвергнуты дисциплинарному наказанию, в том числе и увольнением из органов внутренних дел. То есть, перемещением должности, особенно тайца, касаемо потерпевших, их требования в основном в этом и заключалось, провести проверку, наказать виновных в недопустимых мерах воздействия. И, соответственно, на сегодняшний день мы располагаем заявлениями от потерпевших, где они просят производство по ранее поданным заявлениям прекратить, они удовлетворены принятыми на сегодняшний день мерами воздействия. Они заявления, получается, отозвали? Да, они просили прекратить производство по ранее поданным заявлениям ввиду удовлетворенности предприятия со стороны руководства Министерства внутренних дел и прокуратуры в частности.
Министр внутренних дел Эрислав Мамиев отметил, что 3 сотрудников уволены, 7 получили строгие выговоры. 10 сотрудников получили наказание, из них 3 были освобождены от занимания должности, другие 7 получили строгий приговор, товарищ принято. Кроме того, Эрислав Мамиев доложил, что в настоящее время МВД ведет работу по подписанию 3-летнего соглашения с российскими коллегами о софинансировании. Алан Гаглоев подчеркнул необходимость заранее проработать данный вопрос, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с выплатой заработной платы. Надо посмотреть по времени, потому что если мы сами затянем это дело, мы не сможем выплатить заработную плату сотрудникам силового ведомства с Нового года. Поэтому просьба ускорить вот этот процесс. В принципе, Алан Таймуразович Ахалякдар уже просто держит руку на пульсе. Давай на этой неделе тогда уже этот вопрос тоже проработаем. Отдельное внимание правоохранителей Алан Гаглоев обратил на проблему незаконной вырубки леса, в частности ценных пород древесины. Он поручил усилить контроль и пресекать любые неправомерные действия. Эрислав Христофорович, попрошу обратить внимание на незаконную вырубку. Особо обратить внимание на незаконную вырубку деловой древесины. Если будут выявлены такие факты, надо наказывать самым жестким образом. Главе таможенного комитета Алан Гаглоев поручил активизировать разъяснительную работу через СМИ и донести до населения республики правила оформления временного ввоза автомобилей на территорию России. Необходимо подготовить и через средства массовой информации дать информацию насчет оформления ввозов. Вот опять сейчас возникает проблема, и опять, значит, и в Наурском районе, и в Лениногорском районе оформляются на незнакомые лица за деньги, за 70 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей. Потом, значит, эти люди остаются здесь, машина потом теряется, и здесь они остаются, значит, со своими проблемами, не могут в дальнейшем пересечь государственную границу, там у них возникают проблемы, долги, уголовные дела. И несмотря на то, что мы несколько раз эту информацию подавали, предупреждали всех, все равно из-за денег вот идут на такие шаги. Алан Гаглоев добавил, что эта проблема носит не единичный, а массовый характер. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил директора службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Уважаемый Сергей Евгеньевич, рад приятной возможности направить вам сердечные поздравления с днем рождения. В Южной Осетии высоко ценят ваш вклад в укрепление сотрудничества и добрососедских отношений между нашими странами. Убежден, что ваш высокий профессионализм и преданность делу и в дальнейшем будут служить во благо великой России и ее многонационального народа. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов». И сегодня же президент Южной Осетии Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым, заслушав доклад об итогах командировки в Москву и инспекционной поездки в Лениногорский район. В ходе встречи было принято решение о создании бактериологической лаборатории для диагностики туберкулеза при поддержке Минздрава России, а также главой государства поручено выделить средства на приобретение медицинского оборудования для сокращения числа выездов граждан за рубеж для лечения. Президент Алан Гаглоев провел встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым, который доложил об итогах рабочей командировки в Москву и о ситуации в системе здравоохранения по итогам инспекционной поездки в Лениногорский район. Уважаемый Алан Эдуардович, на полях конгресса, в котором я принимал участие по приглашению министра здравоохранения Российской Федерации профессора Михаила Альбертовича Мурашко, мне удалось договориться с одним из региональных министров здравоохранения о командировании в Республику Южная Осетия в первой половине декабря офтальмологической бригады для диагностики и лечения пациентов в условиях РММЦ, больных катарактой. Данный вопрос не вызывает актуальности, так как по имеющимся в распоряжении статистическим данным Министерства здравоохранения в прошлом году было направлено больше 70 человек за пределы республики. В текущем году больше 40 человек за пределы республики для получения данного вида медицинской помощи. И тем не менее, все еще на учете состоит около 400 человек, которые нуждаются в данном виде операции. Когда они прибывают? Запланирована первая половина декабря. Глава государства поддержал инициативу Суслана Наниева и поручил выделить необходимые средства для приобретения оборудования, отметив, что реализация проекта позволит значительно сократить число выездов граждан за медицинской помощью за рубеж. Эта история, конечно, нужная, необходимая, поэтому мы тоже поддерживаем вашу инициативу. И
указания о выделении денежных средств для приобретения вот этих хрусталиков, которые необходимы для проведения вот этих операционных вмешательств для проведения операций. Какое количество мы будем оперировать? На данный момент запланировано 50 операций, 50 людям. Очень хорошо. С вашей поддержкой данная инициатива будет продолжена. И хочу заверить людей о том, что мы в кратчайшие сроки прооперируем еще больше людей в условиях РММЦ. Будет отсутствовать необходимость выезда за пределы республики. По итогам встречи с представителями Министерства здравоохранения России принято решение и о создании бактериологической лаборатории для диагностики и лечения туберкулеза. На данный момент 301 человек находится на диспансерном учете. И для полноценной диагностики и лечения нам необходима бактериологическая лаборатория. Бактериологическая лаборатория нужна для изучения свойств бактерий с целью выработки тактики, дальнейшей тактики лечения. По этому поводу у меня состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Плотницким Андреем Николаевичем, и мое предложение поддержано. В кратчайшие сроки мы начнем решать эту проблему полноценно в соответствии со всеми порядками оказания медицинской помощи по профилю фтизиатрия. Сослан Наньев доложил и о результатах рабочей поездки в Ленигорский район. Вы проинспектировали Ленинскую районную больницу. Что там у нас происходит? Совершенно верно. Я провел выездной рабочий день в Ленингоре. В течение рабочего дня принял 26 человек. Люди подходили со своими жалобами и предложениями. Они касались отсутствия узкопрофильных специалистов в Ленингорской больнице. Также в течение длительного времени отсутствует врач Цинагара. И часть посетителей обратилась по поводу вопросов трудоустройства. Провел рабочее совещание с коллективом больницы, где все это было озвучено. Также я выслушал вопросы, проблемы и предложения коллектива больницы. Они касались и лабораторных обследований. Алан Гаглоев поручил представить предложения по стабилизации ситуации и усилить контроль за деятельностью лечебных учреждений. До конца текущей недели представить предложения по наведению порядка в районной больнице и в Цингагарской зоне губсен, проанализировать и представить предложения по управлению ситуацией. Развитие системы здравоохранения и повышение качества медицинской помощи остаются ключевыми задачами государственной политики, подчеркнул Алан Гаглоев. Зарина Кочева, Ринат Медоев, Сарват Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев провел встречу с участником специальной военной операции Сосланом Плиевым. Боец находится в зоне СВО с самого начала в составе подразделения 4-й военной базы. Глава государства поблагодарил Плиева за верную службу, за стойкость и мужество на поле боя. Хочу выразить благодарность за службу, за все, что вы и такие же храбрые, самоотверженные сыны остинского народа делаете для нашей общей родины, Российской Федерации. Осетия гордится вами, сказал Алан Гаглоев. Сослан Плиев в ответ выразил благодарность президенту за внимание и постоянную поддержку бойцов. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, президент наградил бойца медалью «Защитнику Отечества». И сегодня же глава государства Алан Гаглоев посетил с рабочим визитом Цхинвальский многопрофильный колледж для оценки материально-технической базы и обсуждения перспектив развития среднего профессионального образования. В ходе осмотра учебных мастерских и классов президенту продемонстрировали практические занятия будущих специалистов разных сфер. Руководство колледжа подчеркнуло стратегическую роль учреждения в подготовке кадров для важнейших отраслей экономики республики. Глава государства Алан Гаглоев с рабочим визитом посетил Цхинвальский многопрофильный колледж. Цель визита – оценка материально-технической базы учреждения, знакомство с образовательным процессом и обсуждение перспектив развития среднего профессионального образования в республике. В ходе осмотра президенту продемонстрировали учебные классы и мастерские, оснащенные оборудованием для прохождения практической части учебы. Главе государства показали, как будущие сварщики и электрики, программисты и автомеханики отрабатывают навыки. Алан Георгиевич Марвит, там на практику бухгалтеров в отдел образования. Стараемся так по направлениях их направлять, потому что вот агрономы наши все время находятся в Южной Саде. Вот все вот эти предприятия, консервный завод, они там практику проходят, мы договора заключаем. То есть эта система уже была проработана и до меня проработана. Мы перешли на новый стандарт.
российский. Он предусматривает изменения. Изменения и в доснащении, алшайми и так далее. Вот часовая нагрузка дарцинавташа. Вот сегодня у кого-то много часов, завтра, возможно, поменьше. И тем не менее, все стараемся как-то работать индивидуально с нашей молодежью. Нам очень помогают директора школ. Саша Рамбумбира, полное содействие. Президент Алан Гаглоев общался со студентами и преподавателями, интересовался их успехами и планами на будущее. Хурзу экономиста, хурзу юриста, хурзу доктора, фала, обум, вот это венчме, кустубена, тавиосна, мохмат иши юриста, бенот никуда роди. Фала своршикта, токорта, менашу дариктар, узкий специальность стоит, такадун. Обун республикой шухканонче. Удунан то шатта кустубена. Тамана администрация даройчи, мортава энергоресурсдар. Кусту точно, потому что тут кудым баловка сохотано. Здесь готовят будущих строителей, аграриев, специалистов в сфере обслуживания. Наш колледж решает стратегическую задачу. Мы даем молодежи возможность получить качественное востребованное образование, не выезжая за пределы страны. Нас заканчивают, получают высшее образование и потом после учебы остаются без рабочих мест. А здесь уже обеспечено. Изначально понятно, что научишься, станешь специалистом, или администрация города, или другие ведомства тебя уже ждут и будут готовы тебя принять на работу. Отдельное внимание в ходе визита было уделено роли колледжа в подготовке кадров для ключевых отраслей экономики республики. Глава государства подчеркнул, что качественное образование – это основа для процветания республики. А высококвалифицированные специалисты уже в недалеком будущем станут востребованными узкопрофильными мастерами. 17. Теория. Nu monti ülösjäämisi, mä sitten näysin eri viikonperäinen, mistä praktikoisjäämään on mennään. Hän tekee säkäniä semmoisen. No tää challenge. Молодцы. Ollut направление, мощность, диагностика. Мотивация раховый камистым бацикан, битулам коррупкотай, коррупкотаци раховый камистым бацикан. Жабах мастер шамай рошавой витахай сахар камика. Фаластейку сахарой. تو من والله من يخي ما كنت لهم بيدين كتر أفضل جين وتصلي هفته بين بيدين تكشتو لكوتا آخر گنجو تاوني تنجا بخته تنج ما راز رباشده سوتا دو از ناچیت فنده تنکو ما ساخر کنات در گنجو زنگل بوتا سوتا شورد رازایی مشمی تا شورد سارازای استعداد تروی تخیه کما ساخر کنات. Перед нами стоит амбициозная задача не только готовить специалистов, но и создавать для них все условия для работы и жизни здесь дома, подчеркнул Алан Гаглоев. Были выработаны конкретные меры по повышению эффективности работы колледжа. Алан Гаглоев поручил проработать механизм целевой подготовки специалистов через внедрение системы госзаказа. Государство через профильные министерства и ведомства будет формировать заявки на наиболее востребованные профессии, а колледж осуществлять по ним набор и обучение, что позволит готовить кадры под нужды различных сфер жизнедеятельности республики. Президент подчеркнул необходимость тесной координации с работодателями. Нам крайне важно, чтобы молодые люди видели здесь в стенах колледжа реальную перспективу. Анжела Кокоева, Яна Плева, Аида Кочева, Давид Туаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Республиканском многопрофильном медцентре Южной Осетии введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование, поставленное при поддержке Минздрава РФ. Современные гастроскоп и колоноскоп с высокоточной оптической системой позволяют проводить до 15 обследований в день, обеспечивая раннюю диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. За первый месяц работы новое оборудование уже помогло обследовать около 100 пациентов, ранее направлявшихся для аналогичных процедур за пределы республики. В Республиканском многопрофильном медицинском центре появилось новое эндоскопическое оборудование, конкретно колоноскоп и гастроскоп. Благодаря им врачи смогут с большей точностью проводить обследования и в более комфортных условиях для пациентов. Воду глотаем, молодец, бабуля, это пищевод.
вот эта зона перехода. Прямо сейчас врач осматривает общее состояние желудочно-кишечного тракта пациента. Ей предстоит плановая операция, а перед ней необходимо провести диагностику пищеварительной системы. Благодаря новому гастроскопу врач может обнаружить мельчайшие изменения слизистой на самых ранних стадиях заболеваний. Это аппарат фирмы Pentax. Это японский аппарат, он очень хорошего качества. Тут где-то примерно 20-кратное увеличение. Любое малейшее изменение, которое находим в желудке, тут у нас сразу же показывается. Новый гастроскоп оснащен высокоточной оптической системой, что обеспечивает четкое изображение даже при минимальной видимости. Кроме того, устройство имеет функцию увеличения изображения. Она позволяет врачам детально анализировать результаты обследования. Аппарат, он выявляет изменения, допустим, желудочно-кишечного тракта, начиная, так как это гастроскоп, это эрозии, язвы, гастриты, в том числе воспаление пищевода, эзофагиты, воспаление двенадцатиперстной кишки, дуодениты, и в том числе и кровотечения. То есть мы оказываем экстренную помощь тоже. Обследуемому пациенту повезло, никаких патологических изменений не выявлено. Однако, по словам заведующей эндоскопическим кабинетом Зарины Кузаевой, в последнее время число выявленных заболеваний онкологического процесса увеличивается. Поэтому была острая необходимость в новом эндоскопе, чтобы на самых ранних стадиях выявлять патологии и, соответственно, вовремя лечить. Эндоскопия является в современной медицине еще... Важно это отметить, что это является жемчужиной диагностики. Почему? Потому что это высокотехнологичные методы исследования. При гастроскопии мы обследуем пациента, то есть обследуем, начиная с ротовой полости до двенадцатиперстной кишки. Все патологии мы смотрим четко перед собой на экране. При колоноскопии обследуем все патологии кишечника. Очень важно, это очень важный метод, потому что за последнее время по диагностике даже вот в маленькой Южной Осетии очень высокий процент выявления онкологических заболеваний. Колоректальный рак и рак желудка стоят на одних из главных позиций по заболеваемости онкологии. Так что нам это очень важно, обследуем население. В день в эндоскопическом кабинете принимают до 10-15 пациентов, в основном все плановые. За месяц эксплуатации нового оборудования обследования успели пройти около 100 пациентов. Ранее из-за частых сбоев в работе эндоскопов пациентов приходилось отправлять за пределы республики. Год не могли нормально оказывать эндоскопическую помощь, были вынуждены своих пациентов отправлять за пределы республики, в том числе и экстренных пациентов. Они работают, мы работаем, ввели в эксплуатацию, уже сделали где-то порядка 25 колоноскопий и где-то уже 80 гастроскопий. Обслуживаем в плановом порядке взрослое население, детское население, в принципе, все население Республики Южная Осетия. Установка колоноскопа и гастроскопа стала возможной благодаря помощи Минздрава Российской Федерации. В РММЦ установили и другие не менее важные медицинские оборудования. Стелла Бязарова, Рауль Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В поселке Дзау состоялся традиционный турнир по самбо памяти выдающегося спортсмена Теймураза Сиукаева. В соревнованиях, собравших более 100 участников из Южной и Северной Осетии, приняли участие спортсмены различных возрастных категорий. Мероприятие, организованное при поддержке Комитета по молодежной политике, спорту и туризму, стало важным событием для сохранения памяти о вкладе Сиукаева в развитие национального самбо. В поселке Дзау Южной Осетии состоялся традиционный турнир по самбо, посвященный памяти защитника Отечества, мастера спорта Теймураза Сиукаева. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастных категорий, представляющие различные районы Южной Осетии, а также команды из Северной Осетии. Турнир собрал более 150 юных самбистов. Соревнования проходили в дружеской атмосфере, демонстрируя высокий уровень подготовки спортсменов и приверженность традициям самбо в республике. Sīkotu Teimurazу numurani este. Adimogan tem xezgonu rvelazon este. Tem matodemageska fusari vestum khadborka i unajsa berjinatka is Sīkotu Teimurazan derishtir khagoverdi. Akayzana Adimogan xezgonu vios kasterta jekhoyovka isench vios odam ker boshdi rastek isoktu
სახასიათებელია მოხდა. Гостями мероприятия стали родственники и друзья Таймураза Сиукаева, представители общественности и спортивных организаций. Они отметили значительный вклад Сиукаева в развитие самбо в Южной Осетии и подчеркнули важность проведения таких турниров для сохранения его памяти и стимулирования молодых спортсменов. Мировой арена там шамайдар хукома бойдо кастардинот. Мана доктардар хош сенаве дасте трамплин. Лигойс валуна дар охам турнир вайн бойдо охчиов. Армастар сакодеми да вайн бойдо фенен каной самостестуш са охорганагима шаул бокоспуш це сохор купима ромбулу. Здар махотта გეცლაი დარი ახალტუნი თქ ხაშეთა ნადი ქრომბოლტუ ნადი შინქურტუ დარი მიშოდი ბაიმადარ ტარფანდა დინეჯე ტუნი ხაშენ. Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Организаторы выразили надежду, что турнир памяти Таймураза Сиукаева и в дальнейшем будет способствовать популяризации самбо среди молодежи и укреплению дружеских связей между спортсменами Южной и Северной Осетии. Дарья Хуриева, Оксана Джиоева, Рауль Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 18, ночью плюс 7. В Дзауском районе днем плюс 17, ночью плюс 9. В городе Квайса дождь, днем плюс 15, ночью плюс 7. В Ленигорском районе ясно, днем плюс 20, ночью плюс 10. В Цхинвале днем плюс 18, ночью плюс 9. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.